Не может быть такой системы обнаружения подводных лодок, которая вот так вот, как-то непонятным образом распространяется по всему Мировому океану, где там ходят или ходили наши подводные лодки. Это может быть и объектом не только, а может быть и не столько обнаружения нашей подводной лодки, а сколько вот деморализации, даже если хотите. То есть это как раз вот психологическая война. Но здесь тоже не все гладко. Если бы квакеры были стационарными объектами с жесткой географической привязкой, тогда да, это дешевые и эффективные средства психологической войны. Но многочисленные подвижные квакушки – слишком дорогое удовольствие, ведь им нужны двигатели и автономные источники энергии. При этом каждым из тысяч квакеров, разбросанных по Мировому океану, нужно управлять. Или они должны быть самостоятельными. А это уже роботы с искусственным интеллектом и навигационными способностями. Стоимость такой глобальной сети будет не просто огромной, а астрономической. И все ради того, чтобы попугать советских подводников? Нет, что-то здесь не так. Поскольку вопрос-то необъяснимый, подчас и наши ученые, в том числе из Российской академии наук, говорили, это биологического происхождения шума. С тем, чтобы закрыть вопрос. Какой биологии? А вот, видимо, там какие-то планктоны собираются кучей на определенный период. То ли это касатки, то ли это еще кто-то. Кто как умел, так и объяснял биологическую основу, по их мнению, происхождения этих сигналов квакеров. В общем-то, отмахивались. В начале 80-х годов программа «Квакер» была внезапно закрыта. Группу расформировали. Почему? Это еще одна загадка, связанная с подводными фантомами. Подлодки с немыслимыми характеристиками. Таинственные квакеры. Что это? Суперсекретные разработки, о которых в те годы знали лишь избранные? Возможно. К сегодняшнему дню реализовано немало научно-технических проектов, о которых рядовые граждане даже не догадываются. И все же что-то мешает сделать такой вывод. Во-первых, прошло 30 лет, а о подобных разработках до сих пор ничего не известно. Это удивляет. Обычно секреты так долго не хранятся. А во-вторых, это мнение профессионалов. Ни у нас, ни у американцев каких-то подводных лодок, развивающих скорость 300 или, как пишут тут, более километров в час, у нас нет и не предвидится. Таких скоростей, чтобы развивать до 280 километров в час, это только у капитана Немо, и то у него даже Наутилус так не плавал с такой скоростью. Мне неизвестны аппараты, которые могли под водой двигаться с такими большими скоростями. И на таких глубинах особенно глубинах. Чем больше глубина, тем больше составляющую занимает корпус, и меньше остается веса у конструкторов для того, чтобы источник энергии поставить, движители соответствующие. На большущих глубинах вообще все аппараты ходят со скоростью 2-2,5 узла. То есть это порядка 5 километров в час. Не лучше дело обстоит и с квакерами. То, что обнаружилось при встречах наших подводников с ними, разрушает представление об этих объектах, как о создании рук человеческих. Иногда, проходя через зону действия этого квакера, мы приходили к этим серым веществам биологическим покрытым. Но оно биологическое вещество, потому что это как светлячок. И он, поскольку там покрыты резиной были, на резине оставались эти... И долго они там жили, пока просто не умирали от солнечных лучей. Но это было. У некоторых командиров подводных лодок создавалось впечатление вполне осознанных действий со стороны этих невидимок. Иногда казалось, что они настойчиво пытаются установить связь с нашими субмаринами. Кружат вокруг подводных лодок, меняют тональность и частоту сигналов, как бы вызывая подводников на своеобразный диалог. Особенно активно они реагируют на гидроакустические посылки с лодок. Я скажу, что при приближении, например, то, что я наблюдал,
Они меняли тональность, то есть на более высокие, с низких на высокие переходили. Сопровождая наши субмарины, квакеры иногда следовали рядом с ними до выхода из какого-нибудь района, а затем, проквакав в последний раз, бесследно исчезали. Квакеры, может быть, и не механические, а какого-то состава там, как бы сказать, жидкого, или как сказать так, облачного, так сказать, или как. Ну, работал вот этот так называемый квакер. И решил я проверить, что это такое. Притом, поскольку тут скрытности вопрос не стоял, я включил гидроакустическую станцию, активный режим, чтобы не напороться, грубо говоря, на что подводное. И пошел на эту область, так откуда излучается этот самый сигнал. Как бы прошел через эту область. По данным, потому что сигналы разделялись, как бы я в вату входил. Дошел до определенного угла, все, сигналы прекратились. Я прошел туда, развернулся через некоторое время и услышал опять те же самые работы. Но она уже, естественно, где-то в стороне была. Все. То есть нет ничего технического там, то есть ни металла, ни пластика, ничего. Это какое-то энергетическое образование. То есть это что-то, какая-то энергетика, которая имеет свое образование и излучает. И не только я, это наблюдал и многие командиры наблюдали в мое время. Есть факты, которые заставляют еще больше сомневаться в военно-технической природе подводных фантомов. Вот лишь один из случаев. О нем в Балтийское морское пароходство радировал капитан советского теплохода «Новокузнецк». В ночь на 15 июня 1978 года на выходе из залива Гуаякиль в прибрежных водах Эквадора рядом с судном появилось 6 ярких белых полос длиной до 20 метров. Они маневрировали, то приближаясь, то удаляясь от судна. Через некоторое время из-под воды вылетел светящийся белым светом сплющенный шар. Он неспешно обогнул теплоход, как будто осматривая его, завис на несколько секунд на высоте 20 метров, описал зигзаг и вновь ушел под воду. О подобном вооружении военно-морского флота абсолютно ничего не известно. Вылетающие из-под воды объекты иногда успевают сфотографировать. Вот, например, несколько снимков, которые сделали жители Канарских островов весной 1979 года. На их глазах из-под воды вылетел огромный темный объект и устремился вверх. Через мгновение он ярко засветился и пропал из глаз, оставив после себя громадное светящееся облако. А через 2 месяца нечто подобное наблюдали рядом со своим судном черноморские моряки. На этот раз из-под воды вылетел сияющий диск, ярко осветивший судно своими лучами. В этот момент и был сделан этот уникальный снимок. В мае 1997 года неопознанные светящиеся объекты были засняты над Средиземным морем. О своих встречах с подобными объектами рассказывают и военные моряки. Я был отправлен на подводной лодке дизельной на боевую службу на Фареро-Исландский рубеж между Исландией, островом и Фарерскими островами. Днем в подводном положении, ночью надо всплыть, проветрить подводную лодку, а самое главное – подзарядить аккумуляторную батарею. Ну, как только перископ начинает подниматься, командир, значит, сразу же перископу и быстро круг с 360 градусов делаешь пляску на перископе. Осмотрел, горизонт чист. Точно так же в одну из ночей в феврале 1972 года всплыл, стал осматривать горизонт, и вдруг я увидел нечто непонятное. Над горизонтом, но угол приблизительно максимум 3-4-5 градусов был. Что-то похожее на круглое, чуть-чуть эллипсовидное, но достаточно большое казалось мне. Но, по крайней мере, Луна была совершенно в другой стране, а небо было закрытое. А это нечто было такого оранже-красного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение. Просто аж какое-то давящее на психику. Ну, я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторых создавало. Но это не был кораблем, не было судном. Это было что-то над поверхностью. Поэтому мы приняли решение. Ничего
в журнал не записывать, поскольку объяснить мы не в состоянии были, что это такое, а погрузиться и продолжать выполнять задачу. Наблюдали подобное не только в Атлантике, но и в других районах Мирового океана. Это было на стыке проливной зоны Тихого океана и в Индийский океан. Ночью, как 2 часов ночи местного времени, такой оранжевый в центре, желтый по бокам шар, который висел над ночным горизонтом в присутствии Луны. Было непонятно, естественно, что это такое, почему и как. Мне стало не по себе. И я долго после этого приходил в себя, никому не говоря, потому что никто мне вопросов не задавал. Впрочем, в разведуправлении военно-морского флота сведения все-таки поступали. И не только от военных моряков. Было ясно, в океане происходит что-то непонятное. У нас была информация о том, что в океане, в морях, в наших внутренних морях наблюдались случаи каких-то совершенно странных явлений, связанных со свечением воды. Октябрь 1969 года. Аравийское море. Команда советского научного судна «Владимир Воробьев» неожиданно проснулась от безотчетного страха. Приборы показали, под килем на глубине 20 метров завис массивный предмет. До дна еще 150 метров. Выбежали на палубу. Нет, это не подводная лодка, как подумали сначала. В глубине моря против часовой стрелки, слегка изогнувшись, вращались 8 ярких лучей длиной до 200 метров. Феерия продолжалась более получаса. Затем пятно распалось на несколько частей и исчезло. За 2 года до этого источник света удалось разглядеть. Это было в 1967-м, в Сиамском заливе. Моряки нескольких голландских судов тогда наблюдали вращение на воде огромных светящихся колес. А с теплохода Гленфоллах был ясно виден выступающий над водой светящийся выпуклый объект диаметром 20-30 метров. Что это было? Вопрос остался без ответа. В море неоднократно наблюдались светящиеся колеса, которые наш известный кораблестроитель академик Крылов называл подводными призраками. Размеры колес иногда огромные, до нескольких километров. Иной раз их видно даже из космоса. Нередко они перемещаются, причем довольно быстро. Яркость свечения на поверхности моря такова, что отблеск порой виден на облаках. Что это? Биосвечение микроорганизмов? Но как объяснить удивительную симметричность и огромную скорость вращения световых колес? Лучи порой скользят по поверхности моря со скоростью гоночного автомобиля. Микроорганизмы так быстро передвигаться не могут. К тому же пробы воды из колес нередко показывают, что там нет даже следов светящегося планктона. Подняли более ранние свидетельства, исторические хроники. И тут выяснилось, списать загадочные свечения на современные супертехнологии не так-то просто. Оказалось, что светящиеся фигуры в океане, как и вылетающие из-под воды объекты, наблюдали еще несколько столетий назад. Комиссии по изучению аномальных явлений удалось собрать около 1000 случаев, относящихся к аномальным явлениям в гидросфере, и 7% уходят в древность. Сообщения можно найти в старинных капитанских донесениях, судовых журналах, морских архивах. Упоминания о странных свечениях моря встречаются даже в очень древних источниках. На Востоке их называли колесами Будды. Они на самом деле напоминают древний символ – колесо жизни. Европейские моряки называли вращающиеся колеса иначе – дьявольской каруселью. Они имели форму не только колес. Это были треугольники, это были квадраты, это были фигуры в динамике, это были подводные прожекторы, это были странные лучи, которые пронизывали корпуса судов во время освещения снизу. Да, так что все это очень мудрено. Прожектора, бьющие из глубин океана, наблюдают уже сотни лет.
Например, в районе Курильских островов и Японии из-под воды далеко вверх уходит столб света, настолько яркий, что глубокой ночью хорошо видно все, что находится на палубе. Причем некоторые предметы начинают почему-то светиться. Многие свидетели говорят о странном воздействии свечений на их психику. Тур Хейердал, описывая свое путешествие через Атлантику на плоту, рассказывал, что загадочные световые вспышки вызывали у его команды непонятный страх и стресс. Энергия подводных свечений воздействует и на технику. Вот что вспоминает один из очевидцев. Море вдруг засветилось белым матовым светом, образовав вокруг судна огромный светящийся круг, как будто гигантский фонарь подсвечивал воду снизу. Без видимой причины упали обороты главного двигателя. Изменилась температура забортной воды. От одних наших кораблей такой специфической направленности поступала информация о том, что, да и лодки сами это наблюдали, повышенное электромагнитное поле под водой. Это аномалия. С чем она связана? Трудно сказать. Никаких чужих объектов там не находилось. Потом обычные подводные лодки, батискафы. Они такого электромагнитного поля создать не могут. Откуда берутся эти аномалии, сгустки энергии? Факты такие были. Сведения поступали. Анализ наблюдений подводных фантомов вызывал все большие сомнения в том, что это военная техника противника. Так, во время военно-морских учений вблизи Индонезии подводная лодка США обнаружила рядом с собой неизвестный маневрирующий объект. Пошла на сближение. Ошибка командира американской лодки привела к столкновению. Произошел сильный взрыв. Оба корабля затонули. Чтобы поднять со дна обломки неизвестного объекта, с корабля сопровождения оперативно спустили поисковую команду. Успели найти и доставить наверх что-то похожее на кусок листовой обшивки. И тут произошло непонятное. Акустики сообщили, в районе катастрофы появилось по крайней мере 15 неизвестных субмарин. Длина некоторых до 200 метров. Прибывшие субмарины наглухо заблокировали место катастрофы не только для американских подлодок, но и для всех типов локаторов, создав нечто подобное защитному куполу. Через несколько часов сигналы от таинственных объектов исчезли. На месте катастрофы не было найдено ничего, в том числе и останков американской подлодки. Анализ фрагмента, который успели поднять, показал, что состав металла ученым неизвестен, а некоторые его элементы на Земле вообще не встречаются. После утечки этой информации любые вопросы на данную тему Пентагон и военно-морская разведка США пресекают в корне. С каждым годом архивы пополняются все новыми загадочными наблюдениями в океане. Но ясности как не было, так и нет. После многолетних безуспешных погонь Америка вслед за Аргентиной официально заявила, что к подводным экстраобъектам СССР никакого отношения не имеет. Скандинавы какое-то время продолжали в этом сомневаться. После распада Советского Союза Швеция выразила надежду, что новые российские лидеры снимут гриф секретности с деятельности советских подлодок в Скандинавии. Однако в архивах никаких сведений о подобных операциях не оказалось. Россия еще раз заявила, что у нее в территориальных водах скандинавских стран интересов нет. При этом Борис Ельцин намекнул, что виноват кто-то другой. Но кто? В 1995 году шведский парламент создал специальную комиссию из видных ученых. Задача – разобраться с подводными фантомами. И тут оказалось, что статистика их обнаружений довольно серьезная. Задокументировано более 2000 случаев. По мнению шведов, огромное количество лодок-призраков, их маневренность и полная неуязвимость исключают деятельность обычного флота. Более того, заставляют сомневаться в земном происхождении этих объектов. Многие феномены вообще никто не видел. Их фиксировала только специальная аппаратура разведки, и поэтому мы не могли их вам продемонстрировать. В этих случаях мы воспользовались компьютерной графикой, сделанной по описаниям очевидцев, или кинокадрами, снятыми в похожих ситуациях. Я думаю, что об этих явлениях, которые в океане, в атмосфере, на
стыке двух сфер, море и воздух. Американцы также знали, как и мы. И также занимались этими проблемами. И занимаются, наверное, до сих пор. Потому что не зря все эти публикации, как и у нас, у них они до сих пор еще засекречены. Сверхскоростные подводные лодки-призраки. Таинственные квакеры. Фантастические фигуры, проецируемые из глубин океана. Вылетающие из-под воды неопознанные объекты. Может, у этих фантомов одно происхождение? Кто знает? При нынешнем развитии техники такого ни у кого нет и быть не может, вообще-то так. Но это не значит, что вообще, в принципе, это быть не может. Что это? Третья сила? Не исключено. В 1987 году президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган на 42-й ассамблее Организации Объединенных Наций выразил уверенность, что все противоречия между странами исчезли бы перед лицом угрозы со стороны пришельцев. И неожиданно добавил: а не находятся ли они уже среди нас?